Коммунальные платежи повысят в этом году в 2 этапа, как изменятся тарифы. Морозы ударили, МЧС Якутии напоминает о безопасности в этот период. Необычный снегопад обрушился на Грецию, а Афины и окрестности засыпало снегом. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Коммунальные платежи повысят в этом году в 2 этапа. Первый уже пройден. 1 января тарифы поднялись на 1,7%, второй наступит 1 июля. Рост цен составит 2,4%, но он не будет одинаковым для всех. При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс. А с 1 июля регионы смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным кодексом. Самый низкий предельный индекс 2% установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме обоих этапов не выше 3,7%. Стала известна сумма доплаты к материнскому капиталу на Дальнем Востоке. Она составит 130 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В пресс-службе Минтруда уточнили, что единовременное пособие при рождении ребенка для Дальнего Востока будет рассчитано исходя из размера 2 прожиточных минимумов на ребенка в регионе. Материнский капитал в стране сейчас составляет 453 тысячи на Дальнем Востоке, плюс еще 130 тысяч рублей на второго ребенка. В регионах Дальнего Востока это Якутия, Бурятия, Чукотка и Сахалинская область. Пособие на 3-го ребенка будет платиться вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. В Госдуме рассмотрят новые льготы для получения жилья. Молодые семьи, состоящие из граждан старше 35 лет, также смогут получить возможность приобретать квартиры по льготным ценам. Авторами инициативы выступили глава Думского комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева и первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев. Они напомнили, что сейчас обеспечение молодых семей жильем осуществляется в рамках программы, запланированной до 2025 года. Участникам может быть молодая семья, а также неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного ребенка и более. Также в Госдуме разрабатывают законопроект, который избавит должников по ипотечным кредитам от чрезмерной нагрузки. Согласно действующему законодательству, в случае неуплаты гражданами задолженностей по ипотеке после соответствующего решения суда судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга как заемщика, так и с поручителя. Таким образом, должники оказываются обремененными двойной нагрузкой. Парламентарии предлагают внести поправки в несколько нормативно-правовых актов, включая законы, которые исключат двойное и тройное начисление пени. Кроме того, и изменения коснутся случаев, когда должники лишаются взятой в ипотеке недвижимости и остаются должны банкам. Медработники и фармацевты, которые живут и работают в сельской местности, могут получить право на справедливую ежемесячную компенсацию, покрывающую расходы по оплате коммунальных услуг. Соответствующий законопроект сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении. Как отмечают депутаты, на федеральном уровне также предусматриваются меры поддержки для медицинских и фармацевтических работников по оплате ЖКХ от 50 до 100%, либо фиксированную плату 1200 рублей. Авторы законопроекта считают, что рассчитывать компенсацию надо, исходя в частности из тарифов на оплату жилья, отопления и освещения, размера площади жилых помещений, объема потребляемых коммунальных услуг. Студенты Северо-Восточного федерального университета будут прикреплены к клинике медицинского института вуза. Поэтапный переход из поликлиники номер 5 продлится до 21 января. Часть институтов и факультетов сможет получить медицинские услуги уже с 14 января. Как сообщила заместитель директора клиники медицинского института СВФУ Надежда Попова, помимо профилактических медицинских осмотров, студенты смогут бесплатно воспользоваться стоматологическими услугами, получить амбулаторное и стационарное лечение. МЧС Якутии напоминает о безопасности в период сильных морозов. Чтобы не замерзнуть, не стойте на одном месте, двигайтесь.
Укрывайтесь от ветра, используйте для обогрева ближайшее помещение. Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем. В Якутске сегодня открылась 23-я международная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Участие в ней принимают свыше 1000 школьников со всех районов республики. Главным новшеством этого года является то, что помимо жюри победителя могут выбрать и зрители и присудить приз «Народное признание». Кроме того, одним из важных элементов защиты проектов является презентация на английском языке, что, по мнению организаторов, дает школьникам возможность выйти на международный уровень. Наиболее сильные проекты представлены как в области робототехники, так и в гуманитарных областях. Те ребята, которые покажут лучшие результаты и в этом году также продемонстрируют свои достижения на всех престижных мероприятиях, конференциях, которые имеются у нас в России и в том числе и за рубежом. В Хангаласском Улусе отметили юбилей сразу две долгожительницы. Одной исполнилось 90 лет, вторая перешагнула 100-летний рубеж. В чем секрет их долголетия, выясняла наш корреспондент Виолетта Засимова. Татьяна Гурьева родилась в селе Титары. Будучи подростком, начала трудовую деятельность в колхозе. В 1949 году переехала в Покровск, вышла замуж, работала в кирпичном заводе, пекарне, столовой Покровского сельпо. Родила 6 детей. Сейчас у нее насчитывается более 40 внуков и правнуков. К своему почти вековому возрасту Татьяна Афанасьевна сохранила живость ума и самостоятельно справляется с домашними делами. К своему 90-летию она стала обладателем серебряного знака долгожителя ИТЭКСАС, который был учрежден в Улусе 4 года назад. Знак долгожителя Хангаласского Улуса. Серебряный знак долгожителя. Следующей обладательницей почетного знака долгожителя ЮСАС, но уже республиканского значения и вручаемого на 100-летие, стала жительница села Ой Александра Сидорова. В Хангаласский Улус она переехала с соседнего Мегино-Хангаласского Улуса совсем молодой девушкой в возрасте 20 лет и вышла замуж за мужчину с уже 3 детьми. В Мегино-Хангаласском, когда молодая была, она говорила, что первые выборы она проводила, сталинские, которые 1936 года. Вот она была там активисткой, то все, бегала, там агитировала. Очень строго было, говорит, эти выборы первые. В жизни Александры Павловны было многое. Война, тяжелый труд в колхозе, инвалидность по зрению, потеря мужа. Но сейчас она в окружении любящих ее сыновей, дочерей и множества внуков и правнуков. Например, в этом году, в 2019 году, мы наметили уже 18 человек, которые должны будут получить. А в январе месяце, в начале этого года, это уже второй случай по нашей республике, 3 января 100 лет исполнилось в Намском районе бабушки, и вот Александра Павловна в Хангаласском районе. Что касается серебряного знака долгожителя ИТЭКСАС, то нынче планируется вручить его 10 старейшим жителям Улуса, достигшим возраста 90 лет. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Афины и окрестности засыпало снегом. Небольшой снегопад обрушился на Грецию. Во многих районах страны температура воздуха опустилась ниже нуля, рассказывает Сергей Берец. Циклон, которому метеорологи дали мифологическое название Телемах, вызвал обильные снегопады во многих районах Греции, включая Афины. Столичные пляжи приобрели нехарактерный для них вид. Температура воздуха опустилась ниже нуля. На севере страны столбики термометров показывают минус 23 градуса Цельсия. Деревня Грамматико, расположенная в 45 километрах к северо-востоку от центра Афин, утопает в сугробах. Жителям пришлось вооружиться лопатами, чтобы откопать погребенные под осадками автомобили. По всей Греции парализовано железнодорожное и автобусное сообщение, блокированы автомагистрали, не говоря уже о местных дорогах. Коммунальные службы, несмотря на все усилия, не справляются с заносами.
Как пишет греческая пресса, благодаря снегу праздник Рождества Христова прошел в декорациях византийского великолепия. На следующий день, во вторник, закончились каникулы, но дети остались дома. Школы и детские сады закрыты, не работают и другие государственные учреждения. По словам синоптиков, такая погода не продержится долго. В ближайшее время начнется потепление. Ледяной замок Мумий-троллей в Финляндии получился гигантским. На его сооружение ушло 20 тысяч кубометров снега и 70 тонн льда. Замок принимает посетителей в деревне Санта-Клауса. Она находится в окрестностях финского города Раваньеми, немного южнее полярного круга. День и ночь трудились строители, чтобы воздвигнуть огромный ледяной замок Мумий-троллей. Гостей встречает один из героев сказок финской писательницы Тувы Янсен. За стенами замка волшебные скульптуры из льда и разнообразные развлечения. К этому часу вся информация. Оставайтесь с нами.